Делегацию Кыргызстана на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН должен был возглавить президент Алмазбек Атамбаев. Однако из-за проблем со здоровьем он поручил представлять страну министру иностранных дел Эрлану Абделдаеву. Глава внешнеполитического ведомства в своем выступлении коснулся ряда тем, от проведения в Кыргызстане президентских выборов до вопросов использования трансграничных рек. В своем выступлении Абделдаев рассказал, что Кыргызстан, отмечая свое 25-летие, движется по нелегкому пути к построению демократического, правового и экономически развитого государства. Прошло всего 6 лет после апрельской народной революции 2010 года, которая открыла путь к возрождению Кыргызстана. Мы гордимся достижениями нашей страны за этот период. Наша страна прошла свой, особый и очень трудный путь к свободе и демократии. Заплатила немалую цену. Министр отметил, что в прошлом году Кыргызстан впервые провел выборы в парламент с использованием биометрических технологий. Результаты выборов были приняты всеми политическими силами и стали залогом единства народа. Абделдаев также затронул тему предстоящих выборов главы государства. В следующем, 2017 году, в нашей стране состоятся очередные президентские выборы. В этой связи мы призываем ООН и страны-партнеры продолжить поддерживать наши усилия по проведению выборов главы государства в соответствии с международными стандартами. По мнению главы кыргызского МИД, среди целей устойчивого развития для Кыргызстана наиболее приоритетными являются такие направления, как сокращение бедности, продовольственная безопасность, качественное образование и здравоохранение, экономический рост, энергетика и охрана окружающей среды. На теме экологии министр заострил внимание своих коллег по высокой трибуне. В Кыргызстане последствия повышения глобальной температуры уже приводят к природным катаклизмам и чрезвычайным ситуациям, колебанию водности горных рек, чрезмерному таянию ледников, деградации уникальных горных систем и, как следствие, к негативным социальным последствиям. Наносится ощутимый урон секторам экономики. По нашим оценкам, ежегодный ущерб от природных бедствий в Кыргызстане составляет порядка 35 миллионов долларов в США. В этой связи наша страна нуждается в международной поддержке для адаптации к изменению климата. Министр отметил, что в этой связи Кыргызстан нуждается в международной поддержке для адаптации к изменению климата. Особую тревогу вызывает интенсивность таяния кыргызских ледников. По прогнозам, к 2025 году общая площадь ледников в Кыргызстане может сократиться на 30–40%, и вследствие чего уменьшится водность наших рек до 30%. Кроме того, из-за изменения климата снизилась популяция снежного барса с 600 до 300 особей. В 2013 году Кыргызстан провел первый всемирный форум по сохранению популяризации снежного барса, который стал отправной точкой для взаимодействия стран ареала обитания снежного барса, а также наших международных партнеров. В следующем 2017 году Кыргызстан созывает второй всемирный форум, на котором мы подведем итоги проведенной работы и определим дальнейшие совместные действия по сохранению этих редких животных. Абделдаев подчеркнул, что вопрос водно-энергетических отношений в Центральной Азии заслуживает отдельного внимания. Как известно, после распада СССР начались дезинтеграционные процессы в Центральной Азии. Согласованные режимы взаимообмена водными и энергетическими ресурсами были разрушены. И несмотря на это, Кыргызская республика продолжает накапливать воду в своих водохранилищах, в то время как цены на энергоресурсы, поставляемые из соседних стран, росли и растут из года в год. По сути, это была игра в одни ворота. В данных условиях Кыргызстан был вынужден перейти на выработку недорогой и чистой электроэнергии на своих гидроэлектростанциях, чтобы обеспечить население теплом и энергией. Мы до сих пор испытываем дефицит электроэнергии, особенно в зимний период. Имея значительный запас пресной воды, Кыргызстан в рамках существующих отношений не получает адекватной экономической компенсации за услуги по накоплению и сохранению водных ресурсов, значимых для всего региона. В заключение Абделдаев выступил с резкой критикой в адрес ОБСЕ, которая на прошлой неделе предоставила площадку для выступления Кадыржану Батырову, осужденному решением Верховного суда Кыргызской республики и заочно приговоренному к пожизненному лишению свободы за тяжкие преступления по организации и разжиганию межэтнической розни в 2010 году. Мы страна, которая с трудом встала на путь построения парламентской демократии. Мы неукоснительно и скрупулезно выполняли и выполняем все рекомендации ОБСЕ и БДИПЧ. Мы считаем, что вышеуказанные действия БДИПЧ – знак крайнего неуважения не только к судебной системе государства, но и ко всему народу Кыргызстана. Мы не можем расценивать это иначе, как вызов Кыргызской республике.
идущий тернистым и трудным путем построения подлинной демократии. Абдылдаев добавил, что ежегодные совещания БДИПЧ ОБСЕ могут превратиться в площадку, где будут иметь право выступать и уголовные элементы, совершившие особо тяжкие преступления. Если сегодня БДИПЧ так поступает по отношению к Кыргызстану и другим странам, то не исключено, что в его мероприятиях в будущем будут принимать участие и представители террористов из ИГИЛ, погрязших в ужасающих весь мир кровавых преступлениях против человечества. Кыргызская республика полностью разделяет демократические ценности ОБСЕ и на деле реализует их. Однако мы решительно против двойных стандартов и превращения этой организации в институт провокации и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Кроме вышеуказанных проблем, Абдылдаев также затронул тему утилизации радиоактивных отходов в Кыргызстане, проведения в нашей стране второго Всемирного форума по сохранению снежного барса, а также предложил ООН законодательно закрепить право стран на развитие. Замир Ибраев, Кристина Басевская, Руслан Кубанычбек-Улу, Пирамида.